Они сейчас просто обновления выпускают и не дают инструкции к этим обновлениям. Я тоже иногда туплю, думаю, как вторую историю загрузить. Одна есть уже, а второй нет. Как было-то? Что-то надо на Инстаграм нажать, да? Ну, возможно, интернет есть. Там пошел. Угу. Понял. Все. Давай. YouTube идет. Кто начинает? Ну, тогда, Николай, представьте, пожалуйста, ваше полное имя и должность. Булгакова Алена, член Общественной палаты Российской Федерации, исполнительный директор Ассоциации независимый общественный мониторинг. И с какой целью вы приехали в Якутск и чем заключается ваша основная задача? Основная задача наша сегодня в Якутске – это общественный контроль за процедурой проведения выборов главы Якутска. Три совещания общественного штаба поступают в штаб обращения. Территориальная очередь обратилась в МВД. Задержано сейчас 3 автомобиля. Идет также дальше проверка. Мы держим ситуацию в контроле с независимым, обеспечено максимально и всех прав кандидатов. Были вчера в Конституционном центре и общественного штаба организованы по случаям, которые мы выезжали на 694-й участок, где появилась информация в информационном пространстве, что якобы от администрации передали списки в избирательную комиссию участковую о том, что надо проголосовать избирателям на дому. Списки были в размере больше 100 избирателей, поэтому мы выехали на место проверить, побеседовали в том числе и с представителем территориальной избирательной комиссии. На участке работал наш независимый наблюдатель, который нам и сообщил эту информацию. Мы провели проверку. По факту проверки выяснилось, что эти списки передавала территориальная избирательная комиссия. Не администрация, а просто ТИК, который находится в административном здании. Такая практика есть, она порочна. Сейчас мы ведем проверку. Мы также выехали на несколько адресов. Предварительно нам стало известно, что эти списки в ТИК передал Совет ветеранов городской. Мы связались с Советом ветеранов, который в свою очередь связался с теми избирателями, которые обращались к ним. Попросили у них разрешения, чтобы мобильная группа общественного штаба выехала к ним на дом для уточнения ситуации. Соответственно, мы выехали, уточнили у избирателей, подавали ли они заявление, они подтвердили, что это заявление они подавали, и подтвердили, что к ним приезжали представители и члены участковой избирательной комиссии, и, соответственно, они осуществили процедуру волеизъявления на текущих выборах. Вопросов и претензий к работе у них не вызвало. На текущий момент также проводится голосование на этом участке, на 694-м. Мы оперативно держим связь с нашим независимым наблюдателем, который там находится, и будем также держать ситуацию под контролем. Отдельное внимание мы вчера уделили 796 участку. Поступила информация также от наблюдателя о том, что там некорректно велась работа со списками избирателей. Было вычеркнуто порядка 17 избирателей из списка, что было и по факту от наблюдателя избирательной комиссии о дисциплинарной ответственности членов комиссии, о корректировке ее работы. И в данный момент, вот мы буквально час назад приехали с участка с проверкой, потому что решением избирательной комиссии было отстранить от работы со списками избирателей данного члена комиссии. Функции, конкретно сидит представителей сверяют и непосредственно занимают беседу также с комиссией. Все претензии приняла, что была не и будет уделять тем полномочиям, которые на нее возлагаются. Также в тот момент, когда мы появились на этом участке, были попытки конфликта между сторон процесса, между участниками, но благодаря оперативному вмешательству территориальной избирательной комиссии, нашей мониторинговой группы, мы в свою очередь выступили такими медиаторами процесса, что позволило избежать конфликта. Все стороны были удовлетворены, реализация прав наблюдателя не была задета, и, соответственно, член избирательной комиссии тоже, в принципе,
принципе, отметили высокий уровень организации наблюдательского сообщества. Вот если возвращаться к 694 участку, там общественные наблюдатели вчера сообщили о том, что при выезде по этим спискам, при выезде по адресам, оказалось, что жильцы, они не подавали вот таких заявок. Что делается в этом случае? В этом случае делается приостановка процедуры голосования, что было вчера сделано. Я поэтому и сказала, что было приостановлено, и голосование не продолжилось по всему списку, оно продолжится сегодня. Мы вчера также обращались в территориальную избирательную комиссию, которая прокомментировала, что да, текущий реестр передан им для изучения. По Газвыборам, по системе Газвыборов сверяют списки этих лиц, и также будет проводиться, и уже, наверное, проводится, прозвон участников, прозвон избирателей, тех, кто на уточнение подавали или не подавали заявление. Хочу сказать, в свою очередь, что эта практика применима. Периодически мы с ней сталкиваемся, но при этом нужно понимать, что это не такая не массовая история. Это на некоторых, на отдельных участках случается по одной единственной причине, потому что вот органы соцопеки бывает передают данные о тех, за кем они ухаживают. Это человечность в первую очередь, это забота о ближнем своем и возможность реализации избирательных прав граждан. На текущий момент ситуация на участке мы делаем опять же под контролем. Вот буквально 5 минут назад созвонились с наблюдателем независимым, который там находится. Она подтвердила, что пока выездное голосование на этом участке не проводится. А что можете сказать по ситуации на избирательном участке 756? А какая там ситуация была? Там, получается, вчера было сообщение, то, что ТИК обратилась в полицию о недостоверных именно фейках. Я поняла, да. Мы с ТИК тоже общались по этому поводу. Действительно, не подтвердили, тоже никаких у нас не было, но мы при этом эту ситуацию ее, скажем, начали и вот будем информировать максимум. Как раз за моей спиной находится карта сообщений портала новости.ру. Да, мы размещаем ту информацию, которая нами проверена, верифицирована, и с достоверностью мы говорим, что это информация, которой можно верить. И приглашаем всех журналистов посетить ее, потому что там вдумчивые комментарии экспертные, да, с конкретными юридическими документами. Если это обращение ТИК в полицию, значит это обращение в ТИК в полицию. Если это обращение в ТИК либо жалоба, это подтвержденным там, фотографиям, документам прикреплено соответствующее заявление, либо документ, который подтверждает это действие. А можно уточнить, вот сколько всего на данный момент поступило жалоб? Жалоб на текущий момент в территориальную избирательную комиссию поступило 4. Вот вчера мы буквально с ними созванивались и встречались, и сегодня встречались с председателем Центральной избирательной комиссии. Именно жалоб, которые имеют под собой основание, было 4 в территориальную избирательную комиссию. И вот вы ранее уже о них во всех сообщили, да, вот что за жалобы, можно уточнить? Ну вот как раз 756 участок, это 796, 694, по этим участкам, по которым как раз кейсы переданы, мы содержим ситуацию. Вот в работе штаба, и сколько, может быть, не жалоб, а обращений поступило, как раз может Георгий рассказать по системе работы. Вы, получается, работаете только по жалобам, по обращениям или сами тоже мониторите? Сами мониторим, вот как раз, да, Георгий может подробно рассказать, потому что он руководит процессом. Этот опыт в Якутске первый или есть другие? Какой опыт? Организация штаба или? Ну, я имею в виду честные выборы. Конечно, Чисто. у нас по всей стране мы организуем. Вообще, если мы берем движение «Корпус за чистый выбор», мы с 2012 года осуществляем контроль. С инициативой о создании «Корпуса за чистый выбор» выступило молодежное движение Ассоциации юристов России еще в 2012 году. Это мы прошли федеральные кампании по выборам президента, 2 кампании по выборам депутатов Госдумы. И каждый год мы мониторим не только единый день голосования, но и соответствующие местные выборы. Вот, соответственно, сегодня здесь мы работаем в Якутске. Наши коллеги из Общественной палаты Российской Федерации работают в Удмуртии. Это важная практика, потому что местные выборы как форма организации, форма формирования, точнее, да, вот органов публичной власти, это важно для избирателей и для граждан в первую очередь, потому что это вот то, чем мы живем здесь и сейчас. Это вот на местах решаются вопросы благодаря таким механизмам реализации прав граждан. Это говорит о том, что Общественная палата может ввести в закон, исправление законов о выборах. Я имею в виду
извините, может, я человек прошлого, но когда у нас кандидат идет с 3 погашенными судимостями, Советский Союз – это рецидив. Когда не прописано вообще в законе, какой должен быть депутат по здоровью. Извините, если у него нет справки о психическом состоянии, он может быть депутатом. И там ущемлены права инвалидов. Почему депутат не может стать инвалидом? Почему не могу сказать? Вот я вот про это и хотел спросить. Раз мониторинг идут перед выборами, соответственно, поправки будут на основании вот ваших работы делаться? С учетом нашего опыта и практики работы, я хочу сказать, что российское законодательство самое либеральное в мире, во всем мире. Потому что тот уровень конкуренции, тот допуск кандидатов, вот мы даже далеко идти не будем. Вот буквально сегодня, опять же говорю, мы встречались с председателем Центральной избирательной комиссии, но мы как бы мониторили ситуацию на всем протяжении кампании Якутска. Но вот все кандидаты практически были зарегистрированы. Сегодня мы голосуем в бюллетене за 6 кандидатов. Были случаи отказа, но это частные, не отказы, а снятие с регистрации. И то, насколько мне известно, снятие с регистрации произошло по судебному решению, потому что был иск от другого кандидата. Это конкуренция, это выборы, это конкуренция. Поэтому здесь об ограничении прав и речи быть не может. А я не согласен. Почему я должен за психически нерешенного кандидата голосовать или за уголовника? Почему вот этих поправок нет в законе? Или же система здравоохранения есть. Нет, я имею в виду при регистрации кандидатов состояние здоровья никто не учитывает. Потому что у нас правовое государство. Мы живем в соответствующих условиях. То есть больной человек имеет право быть депутатом? Что значит для вас больной человек? Это субъективная позиция. Нет, Объективная позиция заключается в наличии справки. Значит, у вас вопросы к нашей системе здравоохранения. Да я просто считаю, что больной депутат не может отдать избирательные права избирателей и их интересы. Как он поедет на север больной, если у него там сахарный диабет и еще что-то? И что? Ну, я просто... Смотрели фильм «Еще по одной»? Да. Да? Угу. Знаете, как там проводили систему выборов, когда сравнивали Винстона Черчилля, Винстона Черчилля, Рузвельта и еще одного кандидата, небезызвестного, печально известного, я бы сказала. И в итоге все выбрали печально известного. Характерные характеристики человека, его внешнее, ни о чем не говорит. Говорит внутреннее состояние человека и готовность отстаивать свои убеждения. И со высоты своего опыта, как вы оцениваете ход избирательной кампании, участок голосования по отношению вот к тем выборам, и особенно местным? Вижу, можете вы говорить? Я отмечаю очень высокий уровень организации и инфраструктуры выборов в целом. Здесь важно понимать, что вот ни на одних местных выборах я еще не видела, что было подготовлено с точки зрения инфраструктуры по видеоконтролю. Чуть только поступило сообщение, сразу начинают проверять камеры видеонаблюдения. Есть камеры трансляции видео, когда проверяется сохранность сейф-пакетов в сейфах и в ночное время. Если возникают вопросы, вот конкретно сегодня возник вопрос по одному из участков, просматривали камеру видеотрансляции. И она дала конкретный ответ наблюдателю. И наблюдатель не вызывает сомнений никаких. Да, есть вопросы по организации с КАИБами, но при этом мы это обсудили, и здесь как бы вопрос стоит намного глубже, потому что сейчас применение КАИБов при многодневном голосовании практически невозможно, потому что там нужно обновление программного обеспечения. Я уверена, что Центр избирком с этой задачей справится в ближайшее время, но на текущий момент установлены стационарные урны. И я хочу сказать, что нигде еще на местных выборах я не видела такого уровня открытости, гласности, учитывая тот факт, что во всех практически избирательных комиссиях висят таблички от руки начерченные, где фиксируется явка. Вот на состоянии на 10 утра такая явка. Нигде такого не было, чтобы на всех избирательных участках это фиксировалось. Я отмечаю высокий уровень легитимности и открытости избирательной системы. И что очень важно, сама избирательная система, она оздоровляется. Избирательные комиссии, они как саморегулирующийся механизм. Вот буквально вчера, как я сказала, были совершены действия со стороны члена избирательной комиссии участковой, когда была некорректная проведена работа со списками избирателей. И, соответственно, были приняты решения от самой комиссии об отстранении этого члена от работы со списком участников, со списком избирателей. Это действительно важно сейчас. Ну вот, если вернуться к жалобам, буквально пару дней назад один из кандидатов написал в социальных сетях, что они отправили 28 жалоб в ТИК, и один из них — установление камеры над кабинкой для голосования.
Что вы по этому поводу скажете? Мы видели эту фотографию, где изображена эта камера. На самом деле она не фиксирует, соответственно, места голосования, вот места тайных кабинок, но при этом это было отрегулировано. Это та техническая как раз погрешность, которая в принципе не несет за собой ущерба либо какого-то влияния на волеизъявление граждан, она не влияет на итоги голосования, но при этом вот наблюдательское сообщество и кандидат, условно, там, представители кандидата, они обратили на это внимание, они захотели, и под них подстроились, все это скорректировали. Вопросов это не Это вызывает. не регистрируется как жалоба? Регистрируется как жалоба. Ну, изначально, по идее, жалоба подается в участковую избирательную комиссию, которая ее рассматривает. Но опять же нужно понимать предмет жалобы. В данном случае действительно подается жалоба в участковую избирательную комиссию. Соответственно, участковая избирательная комиссия принимает коллегиальное решение, потому что все-таки это орган коллегиальный. И соответствующее решение выдается вот ответ заявителю. Если заявителя что-то не устраивает в этом решении, он имеет право обратиться в территориальную избирательную комиссию, то есть вышестоящую комиссию, организующую выборы в данном случае. Вот территориальная избирательная комиссия города Якутска, городская комиссия. Все, да? И ваш помощник нам что-то расскажет. Да, расскажет про эту систему. Не помощник, а член исполнительного комитета. Подрослел. Давайте. Можно с представления, и что такое член исполнительного комитета, честно говоря? Да, давайте, конечно. Так, Георгий Багирян, член исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус за чистые выборы». Исполнительный комитет обеспечивает текущую работу в целом организации движения. И это постоянная работа, которая ведется в том числе и с региональными отделениями нашего движения общероссийского. Вот. И сегодня в Якутске какую работу, какая часть вашей работы и в чем она заключается? Да, мой функционал заключается по большому счету в организации внутренней работы нашего штаба, нашего информационного центра. Мы работаем со студентами, юристами, политологами, среди нас есть также и технари, которые помогают нам технически выстраивать нашу работу. Наша задача ключевая заключается в том, что мы проводим мониторинг всего информационного поля. По большому счету пытаемся охватить многие социальные сети, обращения к нам поступают также от наших независимых наблюдателей. И наша задача работать с реальными кейсами, с реальными обращениями и попытаться все-таки понять, а что было на самом деле, путем анализа информации, работы непосредственно с нашими наблюдателями. Мы с ними созваниваемся в обязательном порядке, пытаемся понять, что было на участке непосредственно. При необходимости, безусловно, мы используем возможности, выезжаем непосредственно на сами участки. А здесь к нам поступают обращения, мы их анализируем, обзваниваем и пытаемся дать какие-то комментарии на этот счет. Мы эти комментарии публикуем тоже в обязательном порядке. И наша задача работать с отдельными кейсами, дать внятный комментарий и попытаться написать какое-то обращение, в том числе и в адрес компетентных органов. А НОМ-24 это получается ваш официальный портал? НОМ-24, да, это Ассоциация независимый общественный мониторинг, это не совсем прям корпус за чистый выбор. Корпус за чистые выборы является одной из организаций, которая тоже выступала в качестве учредителей ассоциации. А слово «попытаемся», оно не очень здесь непонятно. У нас же уже идут выборы, уже 2 дня прошло, и хотелось бы оценить слово «попытаемся», оно исчезло, или же вы решили? Процесс он идет настолько живом и в активном ритме и режиме, что мы каждый час, каждую секунду буквально сталкиваемся с какой-то информацией. И наша задача быстро эту информацию обработать. И я могу сказать, что да, у нас получается. Расскажите, что получается? Получается наладить в том числе и коммуникацию, во-первых, с нашими наблюдателями, потому что они достаточно активны, им это все интересно, они сами пришли на участки, чтобы наблюдать, они идут с нами на контакт, сообщают нам то, что там происходит. Это кто? Какие наблюдатели? Наши наблюдатели. Это кто? Люди, которые проживают в нашей... Они от общественной палаты или же они от кандидатов? Как бы конкретика нужна? Есть те, то есть мы работаем. Со всеми, да? Со всеми мы открыты, да, со всеми организациями, то есть открыты к диалогу, в том числе и привлекаем те ребята, которые у нас, допустим, работают. Это молодые, активные студенты, по большому счету, которым это все интересно. И я думаю, что эта работа именно со студентами в том числе будет вестись и на других электоральных избирательных кампаниях, потому что
они этим интересуются, это юристы, возможно, это будущие юристы именно по избирательному праву, а также политологи. То есть для них это учебная площадка. Для меня, как для избирателя, интересна ваша работа, в чем она заключается и конечная цель, которую вы должны выполнить. Наша цель проверить, понять, было нарушение, не было нарушения. Если оно было, значит мы должны как-то отреагировать, пообщаться с компетентными органами, направить официальное обращение и получить от них внятное объяснение или комментарий той ситуации, с которой мы столкнулись. И, конечно же, мы следим еще за тем, было ли принято решение по тому или иному вопросу, как в итоге проблема была решена, или, может, она не была решена, либо процесс затормозился, значит, мы должны снова на это отреагировать и попытаться наших коллег все-таки направить в правильное русло для поиска истины, скажем так. 2 дня прошло, конкретный пример можете привести? Ну вот Алена Валерьевна Булгакова, она приводила конкретный пример с кейсом, когда мы работали непосредственно в связи с территориальной избирательной комиссией. Вот это, я думаю, такой яркий пример нашей работы. И, естественно, я, пользуясь случаем, хочу задать вопрос по поводу цифровизации. Все говорят о том, что следующие выборы будут цифровыми. И вот в сравнении с цифрой и вашей работой это... Вот я считаю, что цифровыми выборами должны быть, а вы как считаете? Как? Ну, смотрите, прогресс, он есть прогресс, у нас кругом идет цифровизация, это неизбежный процесс. Ну и вот, например, за мной стоит наша карта, куда поступают обращения в том числе, и на самом деле это удобно. Это удобно в плане выстраивания работы, в плане коммуникации, в том числе и с нашими наблюдателями, например. Поэтому, я думаю, без этого никак. И постепенно это войдет в нашу жизнь, и цифровизация будет не только в электоральных процессах, она будет везде. И раз вы наблюдаете, да, может быть, вы уже давно работаете, я так понимаю? Хотелось бы, меня просили, вот пока вы стояли, там сообщение пришло, как можно заменить бумажные бюллетени в выборах, сбросы так называемые и так далее. Что это такое? Что это фейк или же это действительно реально с опытом вашим? Вы имеете в виду электронные формы? Я имею в виду сейчас сегодняшние выборы, которые проводились и ранее, они же на бумажных бюллетенях проходят. И вот вопрос всех интересует, как возможно сделать сброс бюллетеней или заменить бюллетени. Это возможно вообще в наших условиях? Ну, этот вопрос не совсем связан, наверное, с... Но вы же за чистый выбор. Ну, ответьте, подойдите. Мне просто интересно. Вы контролируете выборы, я правильно понимаю? Просто потому, что я вхожу в рабочую группу, и я являюсь наблюдателем за дистанционным электронным голосованием. И при этом я в том числе возглавляла группу по подготовке, рабочую группу в Общественной палате Российской Федерации по подготовке наблюдателей на цифровые избирательные участки. Это нужно понимать в первую очередь, что в связи с идентичностью территории у нас есть некоторые такие, ну, не то чтобы вопросы, да, либо проблемы, но есть некоторые особенности нашей системы, когда не все избиратели имеют право, и не то чтобы имеют право, некорректно, когда избиратели не могут осуществить свое волеизъявление по причине удаленности участка, и при этом содержание комиссии отдельной участковой не представляется возможным. Нам стоит только вспомнить, сколько стоит, например, отправить вертолет к 2-3 избирателям для того, чтобы они осуществили свое волеизъявление. Поэтому мы понимаем, что на данный момент дистанционное электронное голосование неизбежно. Оно неизбежно со всех позиций. Вы правильно сказали о том, что у нас появляется возможность, потому что развиваются технологии. С другой стороны, это, я бы сказала, даже в первую очередь, это возможность для максимального количества граждан осуществить свое волеизъявление. Потому что сейчас активно идет процесс по перенаселению, когда вот народ, да, внутренней миграции такой условной, особенно для студентов актуально. Когда мы уезжаем из одного региона, приезжаем в другой, учиться, потом возвращаемся, и прописка-то все равно одна и та же. Я сама зарегистрирована в Курске, живу в Москве, проходят выборы. Посредством этих форм я могу реализовать свое право. Но при этом, я считаю, полностью заменить нельзя, потому что это культура, в первую очередь. Электоральная культура наших избирателей, электоральная культура системы, когда народ приходит на участки, граждане с детьми, в воскресный день, они радуются, играют музыку, да, если там в субботу, например, в воскресенье сейчас, значит, в субботу сейчас и в воскресенье. Это ритуал, праздник. Это ритуал,
ритуал – это электоральная культура, ее полностью не заменить, но при этом мы выступаем за развитие технологий цифровизации. Это потому что позволяет максимальному количеству граждан реализовать свое право. Это важно. А разве это не значит, что бумажные носители, есть такое понятие, заменить их? Или это невозможно? Оно сейчас не используется в разрезе избирательных прав. Ну как, бюллетени же сейчас будут читать 8 часов? Я просто хотел спросить. Я просто не очень понимаю, что... А я просто фейки, которые сейчас распространяют, о том, что будет сброс бюллетеней, замена бюллетеней. Я хотел бы посмотреть, как чистые выборы, да, как контрольный комитет. За этим наблюдают... Это возможно вообще в природе с 2012 года? Следите за этим. Это мне интересно. Я все равно не понимаю вашего вопроса, я его понимаю многогранно. То есть первый момент это то, что возможны ли фальсификации, при бумажных бюллетенях, и как за этим проследить. За этим следят независимые наблюдатели, профессиональные наблюдатели, которые находятся и сегодня, и вчера, и позавчера на избирательных участках в Якутске. Если мы говорим, в принципе, о замене и о дистанционном электронном голосовании как панацеи от проблем фальсификации, то здесь, я считаю, полностью заменить дистанционное электронное голосование нельзя. При этом нужно понимать, что процесс конкурентный выборов всегда было, есть и будет. И здесь очень важно, во-первых, участие самого человека, потому что человек всегда доверяет только человеку. Понятное дело, что системе кто-то доверяет, кто-то не очень. Должна быть вариативность действий. Когда есть вот это окно вариативности, тогда можем говорить, что максимально удовлетворены все потребности избирателей. И тогда следующий вам обоим вопрос, пока, может, вы прокомментируете, да? Вот сейчас будет 8 часов уже бюллетени считать же будут. Конечно. И как это будет выглядеть с точки зрения контроля, я просто интересуюсь, потому что я с утра на участках-то полазил, извините, там действительно все молчат, но с другой стороны выходишь, слушай, ерунду какую-то несут, понимаете? Кто конкретно молчит? Просто все молчат. Внутри, когда выходишь на улицу, там, слушаешь, что они говорят. Они говорят о том, что возможно всякое, да? Я не понял, что это означает и с точки зрения контроля вашего штаба, что будет делаться и как это будет выглядеть. Вы говорите, возможно всякое, да? Я не знаю, возможно ли. Вы просто понимаете, если у нас имеется участок, куда, собственно, допускаются заинтересованные граждане с активной гражданской позицией, которые хотят просто прийти и посмотреть, а как у вас это работает. Ну, они же, соответственно, подпускают, соответственно, они сидят, за этим наблюдают, им все показывают, но они должны показывать, они должны это делать, потому что наблюдатель имеет же определенные права по закону. И, собственно, он непосредственно во время всех этих процедур, которые у нас регламентированы законом, он приходит и свои права реализует. Для того, чтобы убедиться, вот я здесь, непосредственно здесь и сейчас смотрю на вашу работу. И вы мне показываете, вы что-то посчитали, вы это озвучили, я за этим слежу, наблюдаю, и он для себя понимает, и на выходе, когда он выходит, он об этом может рассказывать, что да, вот на этом участке все показали, обо всем рассказали, я убедился, что вроде нарушений нет. И я вам об этом сообщаю. Но если он придет как наблюдатель, у него есть перечень прав по закону, с федеральным законом, и по региональному тоже. Если он придет и ему, допустим, в открытую скажет, что нет, мы вам вот это не сообщим, мы вам вот это не покажем, тогда, разумеется, наблюдатель, столкнувшись с этим, он выйдет и на выходе скажет, что а вот мне не разрешили то-то, то-то, а вот мне не дали реализовать какое-то мое право. Вот в этом случае, наверное, мы можем сказать о том, что да, действительно, что-то там, наверное, не так. То есть фальсификации выборов в городе Якутске невозможно. Я правильно вывод вас делаю? Понимаете, фальсификация возможна везде, где, вот если мы говорим про наблюдателя, например, если мы говорим, что наблюдателю не дают реализовать какое-то его право, это какой-то, наверное, сигнал все-таки, что, наверное, что-то там может не быть. Но опять-таки, это могут быть какие-то объективные причины, но если они объективны, значит, в них нужно разбираться и понять, а почему наблюдателю не дают реализовать то или иное его право, да, которое входит в одно единое комплексное право, как право наблюдать за процессом выбора, голосования. Вот. А так, если все открыто, всем разрешают прийти посмотреть, то, наверное, это сигнал к тому, что вроде все хорошо, вроде нарушений никаких. Вот и все. Ответьте на мой вопрос. В Якутске сегодня вы отметили о том, что у нас великолепная избирательная система. Фальсификация выборов невозможно же, получается. Если возможно, только, наверное, 10% объективных процессов. В своей работе
процесса, и как таковых, вот вы говорите, да, фальсификации возможно нет, мы этого не заметили, по крайней мере. Потому что, вот, в частности, наши наблюдатели, они свои права реализуют в полном объеме. Они приходят, они наблюдают, они убеждаются в том, что все хорошо, конкурентные выборы, собственно, вопросов никаких нет. Сейчас я остановлю.